Дарбан журналист залак изинасыԥ ду, абас еиԥш еицырдыруа ашәҟәыҩҩы ду, аамҭацк иадамхаргьы иааигәагылара, цәаҳәак иадамхаргьы изкнаҩра, азҵаара иҭара, иҭакқәа рҭаҩра, урҭ наӡаӡа аҭоурых иазынхартә рыҟаҵара. Сара исоухьан ус еиԥш иҟаз аҭагылазаашьақәа имаҷымкәа. Аԥсны жәлар ашәҟәыҩҩы Баграт Шьынқәбеи, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет, афилологиатә факультет ажурналистика ҟәша студентцәеи реиԥыларақәа руак ҳгәалашәараҿ иаҳхамышҭуа хҭысны инхақәаз иреиуоуп. Уи аиқәшәара аҟынтәи Баграт ду ицәажәара хәҭақәак шшәыдаҳгалогьы, ари адырраҭараҿ хықәкы хадас ишьҭаҳхит Нхыҵ-Кавказтәи ареспубликақәа рҟны Баграт Шьынқәба дшырдыруа иҩымҭақәа ахьынӡарзааигәо иазкны анҵамҭақәа шәыдгалара. Убри хықәкы хадас иԥхьаӡаны ҳамҩахан шьала-дала иаҳзааигәо ҳаиашьаратә республикақәа рахь. В жизни каждого человека есть какие-то важные события, которые определяют будущее. А в моей жизни вот таким знаковым событием явилось прочтение книги Баграта Шьынқубы «Последний из ушедших». Это было где-то в середине 80-х годов. Я помню, она вышла в 1978 году и произвела на меня просто потрясающее впечатление, которое, очевидно, предопределило и мое формирование, и становление, и даже в какой-то степени, возможно, повлияло на мою судьбу. Я хочу сказать, что после этого я еще прочитала повесть «Рассеченный камень», которая тоже произвела на меня очень сильное впечатление. Я поняла, что это мой автор, очень созвучный мне, и очень яркий художник и мастер слова. Но сейчас, вот в год его юбилея, я бы очень хотела, чтобы у нас преподавалось это творчество Баграта Шьынқубы. Может быть, какие-то произведения можно было бы включить в программу обучения студентов, филологов, для того, чтобы не только на исторической родине, в Абхазии, но и у нас в республике, в Кабардино-Балкарии изучался этот прекрасный автор. Но Баграт Васильевич был не только сильным прозаиком, но и прекрасным поэтом. Он был народным поэтом Абхазии. Он всю жизнь изучал адыго-абхазские языки, был прекрасным лингвистом, общественным деятелем, политиком, историком. И вот такая разносторонняя личность, масштаб личности, творчество Баграта Шьынқубы, конечно, во многом повлияло на развитие культур народов Северного Кавказа, Кавказа в целом, я думаю, даже всей России. И думаю, что сейчас вот это является такой знаковой фигурой, которую нужно обязательно изучать, и в какой-то степени, наверное, нужно, чтобы в этом году он был увековечен, назвать улицу его именем или школу, открыть памятник. В нашей республике Баграта Шьынқубы очень хорошо знают, любят и чтят его память. И вот не случайно у нас вышла в 2016 году книга «Последний из ушедших» в издательстве Котлярова, вот спасибо. Я приобрела 2 книжки, одну я подарила кому-то из детей, а эту я храню, потому что это моя любимая книга. И, конечно, вот еще хотелось бы сказать, что Баграт Васильевич определил, наверное,
и во многом повысил наше этническое самосознание. Руак джинджалпхак Лиза джинджалпхак хахман хгулара самгулиак тачия хаджудима. Хара сабатра амхла хидрашоз пхнын убрас сергис сага хучкина шридгылаз арча хабжгат шибжонг абри самгулиатачи юната. Юнен дукла сергис ришталы. Ханней аштaqнын Амия аджинджал пхализа захтиз дыцует, аха лапша икуп шқык, абас хучик рацвакикам абни дакцует. Абан слышта хала сиесин, аса апшин санпши, ио когони шқа, рапша затыц, вежухбашк заритыц, ажитва жабишка захтиз, абни лита хазарн, лапша икуцен дакцует. Они омашиз бет Усханис хагушози елгет гит жамш қарақара анцы ашшихсынасхан хайбула шамзи ловқынсни нас вабанек вабақаша гизулхан абрач кирен лқалаш қбақчуан сбербатстахупси хайнан пстан хоба гюбл хатаха днен яачрулган ясларгит абри пшим шақари сибтарғаломасхан Пстен хоба гюбл хайтаха игана негалхай. Шаре ош шхакани ав сис хыцрези вябарзин вябараш псарак ханис хыцоз амнешко абас витритакна шневос прашта сантыц яачыр ганапхер салаге. Арахами ами санлан сотера сапхо наса бачо хого абна абас гуер ханснилан сапхо илашцей алашцей асым нахитах гисалги. Айныка сахца зерзо мичкасеси что ари дидитха. Нас аштаха айни симан санне вабақ азархан сахиқ азарих бом хаят крисер бедио богониш. Нас агула чезигезет ауха хинер бертохон за сапхан зубри апхерсет. Его роман «Последний из ушедших» вызвал очень большой интерес на Северном Кавказе. Его журнальные варианты прочитывались до дыр, как говорится. Один из наших писателей, Юсуф Тлюстон, будучи встретившись с Багратом Шинкуба, принес ему старый журнал, затертый, зачитанный, буквально до дыр, и подарил ему: вот, говорит, был ваш роман здесь напечатан, пожалуйста, примите. Какой он интерес вызвал у адыгов, естественно, трагическая судьба убыхского народа, она, как бы сказать, над нами еще тяготеет, и он сумел показать вот эту глубину, открыть этого. Я иногда его читаю, наверное, все-таки в абхазском оригинале он намного интереснее, но я читаю на русском вот публикацию эту. Каждая строчка у него это как бы своего рода крылатая фраза. Очень так, как бы сказать, вложил он в уста Зауркана Золака, главного героя своего романа, такие фразы, такие слова, которых можно считать как крылатыми. Причем это, как бы сказать, так мягко, красиво, без навязчивости. Вот в этом смысле, конечно, Баграт непревзойденный писатель, и его роман у нас пользуется до сих пор успехом. И можно сказать, что
вот его роман «Последний из ушедших», затем книга Дзидзария «Махажирство и вопросы истории Абхазии XIX века», и третья книга «Вопросы этнокультурной истории Шалвы и Налыпа». Вот эти три, сказать, разножанровые, одна из них посвящена, это художественное произведение, высокое художественное произведение. Другое произведение Дзидзари – это историческое повествование. И вопросы этнокультурной истории Абхазии – это вопрос происхождения абхазов как народа. И вот эти три произведения сыграли большую роль в становлении самосознания абхазов. Когда бывает лавина в горах, один маленький камешек, когда он скатывается, он увлекает за собой другие, и начинается лавина, движение. Вот для меня вот таким толчком послужило вот это произведение Баграта Шенкуба «Последний из ушедших». Именно в плане пробуждения моего национального самосознания. Наша первая поездка в Абхазию, даже не поездка, а поход. Мы с друзьями, Ибрагим Наужанов, Хамуков Альберт, мы решили пешком через перевал прийти в Абхазию. И вот одна из целей нашего того похода было то, что мы с собой взяли несколько экземпляров книги Баграта Шенкуба. Мы хотели его найти в Сухуми и взять у него автограф. Но в то время мы его не смогли найти в городе. В Сухуми это был где-то приблизительно 88 год. И абхазов было очень мало в самом городе Сухуми. Практически мы не слышали абхазской речи. Но вот тогда мы завязали наши первые знакомства, и в том числе вот с внуком Багратом Шенкуба, Ливаном Микаа. Я считаю, что вот это произведение, оно послужило толчком именно в пробуждении национального самосознания очень многих людей. Есть такое выражение: нам не дано понять, как слово наше отзовется. Слово художественное особенно, оно имеет огромную силу на сознание людей. И одно дело говорить в плане статистики, сколько проживало там народа, насколько было выселено, такие сухие факты. А другое, когда ты видишь трагедию целого народа через трагедию отдельной семьи и отдельной личности. И как нигде в этом произведении показан дух этого народа, убыхов. И судьба его трагическая, она во многом связана именно вот с менталитетом этого народа, с менталитетом кавказских народов, потому что это чрезмерное, даже можно сказать, чрезмерный переизбыток именно духа, когда дух он превалирует над всем остальным. То есть эти люди, то есть такой народ невозможно было завоевать, абсолютно невозможно было завоевать, покорить, подчинить. И те условия, которые мы выдвинули, царское командование, колонизаторы, они прекрасно знали, что это невыполнимые для них условия в силу того, что эти люди не представляли своей жизни без свободы, личной свободы, без общественной свободы и без жизни на своей земле. А им сразу предложили отказаться и от своей земли, переселения непонятно куда, вот эти разговоры, что там на кубанскую низменность их должны были переселить. Это все, я считаю, неправда, потому что такое количество населения, более 1,5 миллиона, нигде не было такого места, где их можно было поселить. Были разные планы правительства, они отражены в документах по переселению в Сибирь, на Дон и так далее, кавказских народов. И известно, что убыхские деревни в Костроме были выселены, убых еще во время Кавказской войны. И для народа в любом случае это означало, они рассматривали это как свою политическую смерть. Так что их исход в Турцию, может быть, не был самым худшим вариантом, потому что в противном случае они бы все равно продолжали сопротивление, и в любом случае они бы с такими условиями никогда не согласились.
И вот эта трагедия народа, то, что Исхак Машбаш назвал жернова между двумя империями, так все сошлось, что прожив на этой территории много тысяч лет, в какие-то короткий промежуток исторического времени этот народ лишился своей земли, и, лишившись своих корней, он потерял жизненные силы, и он исчез. И Баграт Васильевич Шимкупа через это произведение он нам показал, он нам дал понять, что мы малочисленные народы, мы тоже от этого не застрахованы, и что мы должны сделать все, в том числе и интеллектуальные силы какие-то приложить, и духовные, чтобы выжить в этом мире и не повторить судьбу убыхов. Необходимо не только уметь воевать, махать шашкой, там, презирать смерть, но еще что-то более другие какие-то инструменты. Наши народы должны выработать в себе какие-то инструменты, какие-то качества, которые нам помогут выжить в этом современном, очень жестоком мире, который, кстати, с тех пор не изменился со времен царской колонизации, со времен 19 века, а может быть даже мир изменился в более худшую сторону. И поэтому это произведение актуально сейчас и в наши дни, и люди должны это читать, перечитывать и извлекать уроки из трагической судьбы убыхского народа. Sen dedlep odaptın. Sen meclislimen lüğünü qad salon. Odap yıgılanı cama. Çilo odap yal kıta kakun odap hazi qadzamız. Çilo ki odap ki çilo akun. Axa odap cama gılan çilo usartaqan oxama gılan. Şaşız qut kıta yatanakon acamagi oxamagi. Ана слыман даннелак аджаамахи знак сцет слыман сцет. Махмуд ихтен дадлебан уи аджаама ақна амадазазуаз. Уи яхе брислым хайтайуат абри дуккулон Аллах абри аныхари куи қайзуаз. Иджо шерпиқан зеги ишамхнышлоз дубарын абри аныхара куи даришим епыргазу зеги сгвалашом уи мепыргон. Уан пиххан хунавина ханайлак, уан зе санду, ашпыл шуан агиуан, ахуq алзон агиуан, ани ва усрхон вижра қалом мусулман яцана комагиун хой хани айван. Ахарах шайлак, ани мусулман нага ништецан ирдирвасат аширгана уги сахан. Баграт Шимкупа относится к той плеяде, которая взволновала весь Кавказ в свое время своими произведениями. Безусловно, самая больная тема для всех адыгских, абхазо-адыгов является исход, результаты Кавказской войны, которые явились трагическими для наших народов. Конечно, это же и повлияло на оценку этой трагедии и со стороны всей России. Как раз его труд явился тем отправным моментом, который позволил расширить взаимопонимание между народами. Это очень важный аспект, потому что не зная о друге в полной мере, что происходило, к чему мы идем, что от нас ожидают, и мы не можем оценку давать будущему. Тем более будущее, которое мы вкладываем, безусловно, в единстве со всей Россией. Ни абхазы, ни адыги не могут себя лишить этого великого пространства жизненного, как Россия. Безусловно, мы должны жить в этом пространстве замечательнейшем, где мы можем творить, развиваться, учиться.
когда появляются такие люди, такие личности, такие гении, как Баграт Шинкуба, им удается сложить воедино все, что нас связывает. Я иногда думаю, изучая его биографию, могло запросто произойти, чтобы этот человек ушел в науку, в языковедческую, к примеру, и наверняка такой путь тоже бы подарил нам блестящие труды языковеда, но, к счастью, он все-таки занялся художественным словом. И если мы возьмем тот самый роман, да, «Последний из ушедших», что он для нас значит? Я сразу отброшу все риторические замечания, что это чуть ли не драма для художника, когда он запоминается через одно произведение, но это совершенно не тот случай, а это тот случай, когда через произведение художника познают целый народ, его историю. И этот роман, он объединил нас, абхазов, адыгов, наверное, навсегда. В моей жизни был такой случай, это был удивительный случай. Мы возвращались из Абхазии в Нальчик, и с нами в поезде ехал парень. Он сам был бжедук, и он ехал проведать своего брата, который попал в очень сложную ситуацию, он находился под следствием. Так вот, этот молодой человек вез брату книгу «Последний из ушедших». Это был юный, молодой парень, который попал в жизненную перипетию и который искал себя, видимо, не мог найти почву под ногами. А родной брат – самый дорогой подарок, как ключевое слово, чтобы вытащить его из этой сложнейшей ситуации, он взял в руку книгу Баграта Шинкубы и повез ему. Если говорить в общем о явлении творчества Баграта Шинкубы, оно, я повторюсь, оно просто феноменальное. И начав с малых поэтических форм, то, что он пришел к прозе, это, видимо, тоже было предначертано, потому что именно в прозе можно преподнести, полностью передать историю, судьбу своего народа. И по силе воздействия его произведения они просто глубоко потрясают и уже не отпускают никогда. Я поражаюсь еще такому факту, что интерес к творчеству автора, он подкрепляется не только юбилейными мероприятиями. Я вижу, что его книги читаются и молодежью, и анализируются. И что очень приятно, нынешнее поколение читателей и молодые литературоведы, они обнаруживают совершенно новые грани таланта и жизни Баграта Шинкубы. Это голос, жизнь, историк, подвижник всей народной культуры. Один из тех, кто прославил абхазский народ своим творчеством. Не только одной вещью «Последний из ушедших», но это как-то показало боль наших народов, которые вынуждены были покинуть свою родину, откуда их выгнали. Не по желанию покинули, не уехали никуда-то, не в лучшие другие края, регионы и другие страны. Не было другого выхода. По значимости, как Шинкуба для абхазского народа и для нас, а у нас Тембот Кирашев, писатель наш, лауреат первой государственной премии СССР. К сожалению, тоже, кстати говоря, ему будет 115 лет в этом году, Темботу Кирашеву. Я знаю, что они общались,
и встречались. Ну вот, я думаю, они вот от одного уровня для культуры, литературы каждого из наших народов. Аԥсуа ҵара ҟәырхит, ашколқәа, аԥсуа школқәа дыркит, иныҵарҟаца. Сареи, Ӡиӡариа Георги Алықьсеиԥа аҭоурыхҩҩы, Шьаҟрыл Кәаҵиеи, абарҭ ҳахҩык ҳааидтәаланы ари Ленин иполитика аилагароуп ҳәа ҳлатәаны ашәҟы аҩит. Ашәҟы ҵәахуп, иахьа аҩны сысҟан иҵәахуп, иааҩыз ашәҟы. Агара сеисықәшәеит. Акы сеиҵбын, ҩбагьы убра Москва еизарак ҟалараны иҟан, ашәҟәыҩҩцәа еизарак. Са сшәҟәыҩҩымзи, убри аҽыҵганы ацара азин сыман. Убри аҽыҵганы ашәҟы иаауаз абраҟа, абри ацҟьа, абра аартланы ашәҟы аҩныҵҟа иҭаҵаны иӡахны иҟан. Санырҵеит убра Кузнецов иҟан анеира. Сықәгылеит уа. Иамугәышьеит Кузнецов иҟны иара ихаҭа дызбартә сзыҟамлеит, амала иканцелиараҟны снеит, сышәҟәы наган раԥхьа иқәсҵеит. Убри Кузнецов дахәаԥшны аӡбахә саҳаанӡа убра Москва сшәыҵатәан џьара, убра сыҟан. Уи рацәак мырҵыкәа даԥхьеит, амни ашәҟы, даԥхьан ус иҳәеит, аҩныҟа дцааит, уи ҳара ԥсыхәак ҳзазуаз ирзаауп ҳәа абас ансыҳәоуп, саныхынҳәын аҩныҟа арахь санаа. Арахь сааит, аҩны сааит, жәамш раҟарагьы аасхымҵкәан, еилаҳкааит ашәҟы, ирхынҳәны, ани Берия, Сталин, ани анырба, ани ааныржьуазма. Товарищу Черквяну на ваше рассмотрение ҳәа карт иааит, абри ҳақәызхышаз ахразы зныз ашәҟы. Убри нахысоуп сара ишԥасҳәари, милаҭ еилыхҩны, каамеҭны сыԥхьаӡаны саныҟала. Анахь сҵәиргьы уи сԥырхаган, арахь сааҳәыргьы уи сԥырхаган, абас мацара саауан. Никто так по крупицам и осколкам не собирал мозаику исторических событий о трагедии нашего народа, как это сделал Баграт Шинкупа. Своим романом «Последний из ушедших» Шинкупа отдал долг уважения и посмертной почести мужественным убыхам, поведав нам трагедию целого народа, от которых остались только одни топонимы от Шахе до Хосты. Читая роман в юности, я все принимала за какой-то миф, как грустные предания о когда-то живших в горах древних и мужественных потомках нартов. Сегодня же это произведение к великой печали вновь актуально, когда на грани гибели поставлен древний абхазский народ. Как-то одна журналистка спросила у Баграта Васильевича, смогут ли абхазы преодолеть злую память, простить и уберечь детей и внуков от жажды мести и возмездия. «Всякое злое дело забывается», — ответил Шинкупа. «Но чтобы это забылось, необходимо сделать столько же добра. А вот будет ли добро, покажет время». Много времени прошло после этого ответа журналистки, и хочется спросить у самих себя, стали ли мы добрее? И что показало то послевоенное время сроком 20-летия? Что ответить Баграту его могилы в его юбилей? Допустим ли мы в своей истории тот ужасный момент, когда люди будущего будут читать о нашей адыго-абхазской цивилизации, как о последних из ушедших? Кто ответит на эти вопросы? Ведь и спросить-то не у кого. И Баграта с нами нет. Я знаю твердо одну истину. Только сильному духом и знаниями, неразрозненному народу невозможно диктовать или навязать свои условия извне. И чтобы не повторилась с нами та же трагедия, мы обязаны всегда помнить об ушедших навсегда убыхах
и о том великом человеке, который поведал нам ужасную трагедию этого многострадального народа. Мне же хочется от всей души признаться в любви моей Абхазии, которой я желаю много-много счастья, стабильности. Мне очень хочется, чтобы в следующий юбилей 105-летия патриарха абхазской литературы мы пришли к нему на могилу и сказали ему, что у нас все хорошо, что никогда в жизни нас не постигнет судьба Зауркана Золока, героя его романа. Мы есть, и мы будем всегда. Одним из крупных деятелей культуры Абхазии являлся Баграт Шинкуба. Его произведения широко популяризировали в советский период времени. Особенно, когда он опубликовал роман, последний из ушедших, с большим удовольствием, с большим интересом читали этот роман. Калмок Ахамид перевел на кабардинский язык очень удачно, на чисто кабардинском таком литературном языке. Название он придумал. Жиляча. Это удивительное слово, означающее гибель убыхского народа. И этот роман все читали, я сейчас имею. И других крупных деятелей мы из Абхазии. Особенно я с большим уважением относился к Дизаре, автор капитального труда «Маходжийство и история Абхазии». Аԥсны аагылашьа сзыҟамҵеит, сықәымҵар сцеит Москваҟа, Москва сыҟан Хәымз. Уаҟа иҭыҵуаз агазеҭқәа акырџьара сықәгылт. Иаҳҳәап, литературная Россия январ мза ааба згьы жәи ԥшьынҩажәи жәаха шықәса рзы сықәгылара ануп уаҟа инеиҵыхны. Нас иҭыҵуеит уа газета Федерациа захьӡу акы. Убри январ мза ҩажәи ԥшьба ԥшьынҩажәи жәаха шықәса рзы сықәгылеит. Мы должны вернуться домой. Ахьӡуп уи уажәы инеиҵыхны исызшәаҳәом, избан акәзар џьык аамҭа ицахьеит зегь сгәалашәом, амала измааноу иоуп, изылшон иҟоу, абџьар зкыртә иҟоу, абџьар ахаҭа иҭҟьо анаҩсгьы ари аҩыгагьы бџьарми, убригь зылшо, ара аагылашьа ҳамам, ҳаҩныҟа ҳхынҳәып ҳәа убриоуп хшыҩҵакыс иамоу. В 90-м году он сюда приезжал первый раз, мы его пригласили вот с ансамблем «Шаратын», он приезжал. Когда мы узнали, вот когда началась война, что он находится там, в Москве, в Переделкино, по-моему, вот, вместе с супругой, вот мы здесь собрались и решили, что вот он там не должен находиться, и вот нужно его сюда вот вывести каким-то образом. И этот вопрос мы решили, и подключили и органы власти, и вот он прилетел. Он обрадовался, ему это понравилось. Я сам лично с ним разговаривал не раз вот, по телефону. Нхыҵаа ашәтәыла ижәдыруеит аҟабардақәа, аидикақәа ҳашьцәа иреиуаз сҩызцәа ианраҳа инеины уантәи убри аҟабардаҟа сааргеит. Ҟабарда сыҟан сара жәамз
абра еибашьранцоз, убра дара рыҷкәынцәа ара ирыцеибашьуан ижәдыруеит аԥсуаа, иҭахоз рыман ианнеилак, аԥсыжра нымҩаԥыргоз, исыԥхьон снеир акәын. Шәара шәазхәыц, иршьыз Аԥсны дыршьит, дызхыршьааз аԥсуаа роуп, аԥсынтәылоуп дызхыршьааз. Ара ицәажәаран иааины игылаз даԥсуоуп. Наҟ саԥхьа игыло анлоуп. Убри шәазхәыц заҟа сҭагылазаашьа хьанҭаз. Он ездил несколько раз, вот по Северному Кавказу мы ездили, вот помню, в Чечню он с нами поехал, с Дудаевым встречались, вот как раз. Это был самый разгар войны. Иҟан убри еиԥш хҭыск, ижәдыруазар сҭахуп, санааихагыло бысҭа ԥшӡаӡа дықәуп, иаразнак инемаҭәаны сылаӷырӡқәа аҿынанахеит. Саԥхьа иан дгылоуп. Абни иан ихала шыҟоу абас дааикәшан, дааины, абас лнапы схьылшьуа далагеит, слыргәыбзыӷыртә. Шәара шәазхәыц, иҭахаз Аԥсны ихақәиҵеит, ари злаӷырӡ знымкылаз Аԥсны даԥсуахеит, дзыргәыбзыӷуа аниршьыз иан лакәхеит. Убригьы абас ишԥашәасҳәари, сгәаҵанӡа инеин иаанхеит, нас изҩқәа зыҟоуп мышкызны ашәҟәқәа ҭыҵуа иалагар ишәԥылап. Нас агазета Кабардино-Балкарская правда ҳәа Нальчик иҭыҵуеит, убра нанҳәа-мза жәаҩа ԥшьынҩажәи жәахашықәса рзы сықәгылеит. Тепло сердец меня здесь согревает, ахьӡуп иара статья. Уигьы агәаҟра бааԥс Аԥсны зҭагылази, нас дара рыҷкәынцәа ара иҟарҵози инеидкылан абриоуп изызку статья. Он сильно переживал, что он не там, и пытался тоже вот каким-то образом участвовать во всех этих процессах. Я вот вспоминаю, знаете, вот еще такой эпизод, он говорил много об убыхах, вот, много было вот таких вот вечеров, и я его спросил, а вот что бы вы отметили, говорю, вот в характере убыхов, вот самое вот для вас интересное, самое важное, и я это не забываю, вот, он сказал, вот понимаешь, говорит, у них не было понятия отступать. Вот они не понимали, что это такое. И еще вот еще такой эпизод, связанный с этим романом. Я вот сейчас не могу сказать, после войны бывал ли он в Турции. Может быть, был он в Турции. Я не могу сказать. Но вот до войны он ни разу там не побывал. И, безусловно, у него были такие возможности туда поехать, но не побывал. И я спросил, а разве вам это не интересно было вот поехать, посмотреть на... И он говорит, я, говорит, боюсь, что я не увижу вот вот тот идеал, который я для себя там выстроил, что я это не увижу, говорит, и это... Я боюсь, говорит, вот этого. Вот поэтому, говорит, я до сих пор туда не ездил. Вот после уже взятия Сухуми мы его отвезли. Вот и я лично его отвозил. У нас местная милиция даже сопровождала. Вот, и несколько дней, а может быть неделю целую, я находился дома у него. И вместе с ним я пришел в этот дом, где он не был всю войну, вместе с ним. С дочерью вот мы пришли, там квартира была разграблена, он, значит, все время, вот пока мы ехали, он говорил о кинжалах, которые для него представляли огромную ценность. Это были, значит, по-моему, его деда, вот, от него. И кинжал, шашка, вот, и он за это очень сильно переживал. И кабардинский арджан, который мы ему подарили вот в 90-м году, когда он сюда... Он все время об этом говорил. И вот мы приехали, значит, и зашли в квартиру, кинжалов нету, и арджаны тоже нету.
он очень сильно переживал, а потом на следующий день вот, дочь, она откуда-то вытащила его, где-то он, оказывается, был спрятан, но он радовался как ребенок этому. Это был очень тонкий, очень глубокий человек. Вот, он очень тонко разбирался, знал все народы, был и выдающимся писателем, гениальным писателем, и в то же время он был гражданином, он был патриотом своего народа. Вот вся его жизнь, вот, если мы внимательно посмотрим все эти абхазские дела, все эти выступления абхазов, он постоянно находился рядом, он подписывал все эти документы, я все это вот как бы знаю хорошо. И вот я считаю, что вот это одно из его вот таких вот достоинств, и всегда, вот, к сожалению, вот в этом смысле у нас есть проблемы, я имею в виду владыков, да, я его всегда вот привожу в пример. С Лялей Хорхумал, они вместе пришли, мы вместе здесь сидели, разговаривали, слушали абхазские нарта, эту пластинку, как-то ему, чтобы поднять его настроение немножко, у него настроение такое подавленное было на то время, потому что война – это для таких людей очень плохо. Для всех плохо, но для тех, кто как бы особо переживает за народ, не за себя, не за свою семью, а за народ переживает в целом, для них война – это всегда плохо, очень плохо. И какие впечатления у вас остались при встрече с Багратом Шинкубом? Ну, это как бы встреча с историей для меня. Такое ощущение монументальности, спокойствия, даже какой-то набросок, я думаю, он еще дольше будет, несколько раз хотя бы порисую, но один только сеанс удалось сделать. Даже попытался порисовать чуть-чуть его рисунок у Ляли, может, сохранился, я точно не знаю. А монументальный человек. Два великих абхаза сказали свое слово о махаджирстве. Это Дзидзария тоже очень весомый такой вклад внес. К сожалению, среди адыгов такого крупного произведения не было. Мне кажется, очень близко приблизился один человек. Нальбек Куйок настолько переживал эту ситуацию, настолько его опалило то, что он открыл этот поток того ужаса. Такие, как Баграт и Дзидзария, они все-таки смогли стать над ситуацией и сказать слово, которое обращает на это внимание. И об этом можно говорить сейчас, благодаря таким, как он. Называем и пытаемся вычленить из огромной массы людей, которые на будущее Абхазии работали, которые обеспечили свободу Абхазии, что это уже не только она спасена, это наша братская нация, но она сейчас строит новое государство и показывает, на что мы способны. Без имени Баграта Шинкуба невозможно. Я уже по другим темам говорил, что единственный человек, который имел зал и дал для того, чтобы представители 7 народов Кавказа, первая встреча в 1989 году, первая встреча, это был Шинкуба.
Он дал нам свой зал Союза писателей. Единственный человек из руководства Абхазии, из великих людей Абхазии, который нас принял и воодушевил нас, одобрил наши действия, это был Баграт Чингуба. Когда он выезжал из Абхазии, он мог остановиться в Шапсуги, его приняли бы там. Он мог остановиться в Майкопе, его приняли бы там. Он мог остановиться в Черкесской, его там тоже приняли. Но мы счастливы, что он прибыл к нам в Нальчик, и мы его учтили, в Санкт-Петербурге, мы у него часто бывали, и он именно с кабардинцами это тяжелое время здесь пережил. Но этот человек не только он написал «Последний из ушедших», который стал мировым бестселлером. 60 тысяч семей убыхов, которые живут, у меня вообще либо вернулся из моего рода, его жена убышка. И вот они письмо мне прислали, говорят, спасибо ему за великую книгу, но мы не последние, у нас еще 60 тысяч. Когда я это письмо ему передал, я видел, у него слезы появились. А при том он был еще здесь на концерте. Доманичев поставил убыхский танец. Доманичев рассказывает, к нему заходит Заводновод и говорит, слушай, пойдем, там в зале сидит Баграт Чингуба, не плачет. Он говорит, а почему он плачет? Я, говорит, пошел к нему, он вытирает слезы, говорит, что с вами, я у него спрашиваю. Он говорит, я покончил с убыхами, а ты сегодня их возродил. Понимаете, как этот человек чувствовал? И потом еще один, я думаю, что очень плохо вы пропагандируете его великую книгу. Называется эта книга «Рассеченный камень». Это потрясающая книга, правда, это с детства он начинает и кончает где-то концом, перед военным периодом, когда шел к своей невесте навстречу. Эта книга, помните, Макс Картер сказал о Бальзаке. Бальзак описал экономическую анатомию Франции лучше, чем все экономисты вместе взятые. В этой книге «Рассеченный камень» он описал сущность Абхазии больше, чем все историки, литераторы, педагоги. Это великий человек, эта книга, она неповторима. И поэтому я очень рад сегодня обратиться к великому роду Шингуба, к абхазскому народу, чтобы у него было побольше таких сыновей, и чтобы этот род был счастлив и благополучен. Ажа амалко зигирмалу. Агуалашараква зыпсы тобаху. Янцу ыдзу. Урҭ ашәышықәсқәа ирықәлан иаанхоит. Ашәышықәсқәа иргәылган, абиԥарақәа ирымардоит аҵабырг хата. Баграт ду изаажәа ҳәара, агәалашәарақәа ранҵара, иреиҳау насыԥуп.